Сегодня мы находимся на городском соревновании по скалолазанию, где также участвуют ученики 31-й школы. Давайте посмотрим на соревнования. У нас проходят городские соревнования детские, первенство города Якутска по скалолазанию. По двум дисциплинам это скорость и трудность. Вчера у нас была скорость, сегодня у нас трудность. Нынче у нас участников более 80. Это школа 2-я школа, 7-я, 17-я, 29-я, 19-я, 31-я школа. А с какого возраста можно заниматься этим видом спорта? Можно заниматься буквально даже с 5 лет. На скалодроме у нас занимаются, допустим, у нас вечером занимаются взрослые. У нас порядка бывает 30 до 40 человек за один вечер. А дети занимаются на секции, их там, к сожалению, не так много, но это буквально около 10-20 максимум. Я считаю, что скалолазание, ориентирование – это как бы одна степь, потому что тут пока лезешь, ползешь по стене, ты должен думать, что сделать, как сделать. Что вы посоветуете зрителям, которые испытывают страх высоты? Не волноваться о том, что ты упадешь, потому что внизу тебя на веревке страхует человек. Скалолазание – это не просто как вид спорта, это там работает и мышцы человека, и его ум. Как вы думаете, нужна ли специальная обувь или одежда для скалолазания? Конечно. Мне кажется, если человек профессионал, он может и без специальных оборудований. По итогам первенства стали победителями в своих возрастных категориях Шергин Руслан, Чукорова Евдокия, Иванов Альберт, Шамиева Елизавета, Яхонтов Виктор, Слепцова Мечия и Скрябина Алена. В основном это учащиеся школ номер 19 и номер 2. Сегодня были соревнования на трудность по прохождению. Мы поздравляем победителей. И с вами были Валерия Вертецкая и Мариана Шабина.